Гэта канал Свабода Прэміум, з вами Ганна Соўць. Добры дзень, і мая суразмоўца сёння заслужаная артыстка Беларусі, беларуская расейская спявачка і грамадская дзеячка Анжеліка Гурбаш. Добрый дзень, Анжеліка. Добрый день, Анна. Добрый день, друзья. Ну, я найперш хацела папрасіць вас пракаментаваць інфармацыю, якая з'явілася ў СМІ на мінулым тыдні, про тое, што пасля судовага пазову Белкапсаюзу з вас у Расіі збіраюцца спагнаць больш за 6 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта амаль 82 тысячы даляраў. І такі рахунак выставіла, нібыта выставіла Федэральная служба судовых прыставаў Расіі. Квітанцыя на аплату з'явілася ў базе судовых вытворчасцяў. Што адбываецца, як вы гэта пракаментуеце? Ну, в первую очередь я бы хотела сказать, что Российская Федерация к этому не имеет никакого отношения, и подача совершенно неправильная в прессе. Естественно, в рамках межгосударственных наших соглашений, они касаются и арбитражных судов, Российская Федерация обязана реагировать на решение судов в Беларуси. Вот поэтому такая ситуация возникла. Ну, всем уже известно так называемое уже громкое дело о шубах, связанное с моим именем, которое переросло уже такое в анекдот ходячий, потому что умные люди-то все понимают, почему это все происходит, и объяснять тут нечего. Я молчала, я терпеливо молчала, не реагировала на провокации, не реагировала на громкие заголовки «Воровка, верни шубы», не реагировала на пропагандистов, на телеграм-каналы, принадлежащие Лукашенко, Эйсмонт, и бота-фермы, которые заваливали просто до бесконечности с утра до вечера все соцсети, и мои в том числе, с жуткими лозунгами, цитатами, комментариями. Но главное из них, конечно, «Воровка, верни шубы». Ну, потому что я прекрасно понимаю, для чего это сделалось, потому что, как вы знаете, у меня было 2 экстрадиции, и был отказ по моей экстрадиции в Беларусь. Я, как гражданка Российской Федерации, абсолютно в безопасности, потому что Российская Федерация, слава богу, не выдает своих граждан, иначе ситуация была бы намного сложнее. И я еще хочу в первую очередь сказать, что то, что сейчас со мной происходит, это все ерунда по сравнению с тем, что сейчас происходит в Беларуси, и то, что сейчас происходит с белорусами, особенно с теми, которые сидят в тюрьмах, в нечеловеческих условиях, в застенках, в жутких, сейчас вот в холоде, в морозе. Поэтому у меня еще лайтовая ситуация. Меня никак не могут вытащить, во-первых, в Беларусь. И, конечно, придраться было не к чему. Ни репутационно, ни юридически, ни по закону, никак. Даже те документы, которые прислали сюда, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, то дело огромное, оно было ничтожным. Потому что мои несколько выходов и приездов к посольству Беларуси, они абсолютно не имеют никакого отношения к тем страшным обвинениям и статьям, которые мне были предъявлены, причем не было никакой доказательной базы в деле, которое прислали из Беларуси. Анжеліка, я хотела вас перапытаць, но не один выпадак ужо адбыўся, калі Расійская Федэрацыя выдавала беларускіх грамадзянаў уладам Беларусі. У вас захавалася беларускае грамадзянства, я так разумею, ці ўжо не маеце вы яго? У меня есть белорусский паспорт ПП, и я стою на учете в посольстве. Я наколькі разумею, што для беларускай дзяржавы прызнаецца толькі беларускае грамадзянства, так? Ну і фармальна яны могуць патрабаваць вашай выдачы. Ці вы вот у такой сітуацыі, якая цяпер у Расіі, она таксама неадназначная, ці вы так абсолютно спакойны, што яны вас не выдадуць? Но я не могу сказать, что я абсолютно совершенно спокойна, все непредсказуемо в этом мире, в этой жизни, и я прекрасно понимаю, что не просто так Лукашенко дал указание возбудить 2 уголовные статьи против меня, потому что, во-первых, меня ограничили в моих передвижениях, меня ограничили в моей профессии, в работе, потому что я не имею возможности выезжать за территорию Российской Федерации, потому что пока я нахожусь в России, я в безопасности, в относительной безопасности, если не будет никаких диверсий со стороны Лукашенко и его соратников, так называемых. Вот. Но, тем не менее, конечно, это все выбивает из жизни, из колеи, это, конечно, все бьет по нервам, по мозгам, никуда от этого не денешься. И я такая отважная, хорохорюсь, но, конечно, это все непросто и неспроста. Даже походы в Генпрокуратуру, в другие органы, объяснительные, какие-то так называемые допросы, естественно, в уважительной, в легкой форме, потому что у меня безупречная репутация. У меня здесь, в России, слава богу, я в России живу уже 20 лет.
Я являюсь гражданкой Российской Федерации 20 лет. И слава богу, у меня уже здесь наработанный статус, и имидж, и уважение в обществе. Поэтому я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Тем более у меня репутация безупречная, я никогда не была причастна ни к политическим организациям, ни к партиям. Я никогда не участвовала в предвыборных кампаниях. Никто не проплачивал мне никаких акций, в которых я бы участвовала. Поэтому здесь в этом смысле я была абсолютно чиста, придраться было не к чему. Но формулировки, конечно, которые я прочитала, ну, конечно, они впечатляют, потому что когда ты читаешь, что требует твоего ареста на территории Российской Федерации и передачи в СИЗО №1, это на Володарку, с ремарочкой такой, что ко мне будут допущены дипломаты и адвокаты, и ко мне не будут применять пытки и психотропные препараты, когда это читаешь просто вот дело, то, конечно, это немножечко тебя начинает подколачивать, потому что ты не понимаешь, что происходит и за что, и зачем, и как. Но мы-то все понимаем, что сейчас происходит в Беларуси. У нас совершенно абсолютно беспредел, беззаконие, абсолютно нет никакого смысла защищать себя в судах. Это как раз касается и делу о шубах, так называемых, которые меня сейчас давайте обвиняют. пяройдзем сапраўды да гэтай часткі. Мы калісьці з вами Конечно. размаўлялі, і вы пачалі расказваць саму гэту гісторыю. Магчыма, не все тыя, хто нас слухаюць, памятаюць. Раскажыце, як гэта адбывалася, і ну і чаму ў выніку вось такі пазоў. Ну, я дадам такую рэмарку яшчэ, што і Віктор Бабарыка сядзіць за эканамічныя злачынствы, але ну мало хто, ну, напэўна, ніхто не верыць, што за гэта ён сядзіць цяпер у турме, і такі вялікі тэрмін яму прызначаны, і тое, што гэтая справа з'явілася пасля вашых гучных заяваў датычна сітуацыі ў Беларусі, ну тоже як бы людзі вельмі многія звязваюць. Ну, конечно, Расскажите, конечно, это политический заказ, это всем понятно и известно. И я узнала о том, что экономический суд города Минска обязал меня вернуть коллекцию непосредственно из соцсетей. Тем более заседание суда, это было в июне 2021 года, еще заседание суда было назначено на 10 часов, а в 10 часов 21 минута, еще когда суд не был завершен и закончен, и решение суда не было вынесено, уже в телеграм-каналах, знаем каких, да, уже поступила информация о том, что воровка верни шубы. Сразу с такими громкими заголовками. У меня был культурный шок, я не понимала, что происходит. Я позвонила, естественно, попыталась дозвониться руководству Белкоп-Нижторга. Никто не отвечал, несколько часов, по-моему, даже на следующий день только мне ответили. Говорю, что делаете, вы что творите? На что мне сказали, Анжелика Анатольевна, вы же понимаете, это все-таки указание сверху, мы ничего не можем сделать. Вот. А вся история, красивая история, которая должна была иметь большую перспективу и большое продолжение, началась в 2018 году, осенью 2018 года. Я приехала в качестве почетного гостя на открытие выставки «Белагро» в Белоруссии. И я пела свою песню «Беларусь», и после этого мы отправились ознакомиться непосредственно с выставкой. Тогда премьер-министр Беларуси открывал эту выставку, я пела песню «Беларусь». Вот мы такой красивой делегацией и пошли по стендам. И один из этих стендов была компания GNL. Это меховые изделия. А компания GNL, она входит в состав Белкоп-Нижторга. Вот так я с ней и познакомилась. И меня, конечно, зазывали, коммунарка мне дарила конфеты, там, да, красиво, там, все, что можно было. Я вся в подарках иду, и вдруг меня приглашают еще на стенд примерить белорусские шубы, так называемые. Вот, и я, естественно, посмотрела, смотрю, качество меха потрясающее, все здорово. Я говорю, ну, слушайте, ну что ж такое мех? Мне стали рассказывать о Пушном союзе, о котором я ничего не знала. Стали рассказывать о том, какую прекрасную у нас выращивают норку по новым супертехнологиям, которая невероятно конкурентоспособна и взрывает все аукционы мировые. Я говорю, ну что ж дизайн-то такой? Ну, так мягко скажем, устаревшие. Ну, шуба черная и коричневая, ну, еще какое-то разнообразие, потому что экспериментальная GNL-компания, которая индивидуально еще творила из белорусского меха красоту. Вот. Ну и, естественно, я говорю, они говорят, ну а что делать? Я говорю, нужен хороший дизайнер, нужен хороший дизайн, что-то новое, прогрессивное, современное, чтобы продвинуть всю пушную отрасль Белоруссии в мир, в Европу, потому что это достойно этого, и можно сделать достойный продукт. Вот, говорит, а что? Говорю, ну давайте, и мне предложили создать коллекцию для компании. А вы могли бы? Я говорю, ну а почему бы и нет?
Я согласилась. Со мной долго вели переговоры. И я долго думала, решала, я мониторила рынки, мне было интересно, так углубилась в эту всю индустрию. И я согласилась, потому что проект был интересный, проект был масштабный, такой государственный, белорусский мех, белорусское производство, белорусский дизайнер в моем лице. И, конечно же, Валерий Иванов присутствовал, он тогда возглавлял Белкопсоюз, в состав которого входит Белкопништорг. И, конечно, наши переговоры мы провели официальные в Белкопсоюзе, мы договорились обо всем. В рамках наших договоренностей было принято решение, что Белкопсоюз и Белкопништорг берут на себя всю ответственность за создание капсульной первой представительной коллекции. Я беру на себя обязательства и ответственность по непосредственно дизайну, который я должна предоставить, по авторскому надзору за коллекцией. И, конечно, так как я публичный человек и известный человек, мы решили, что я буду и продвигать эту коллекцию. И так вот совместными усилиями мы сделаем мощный, классный проект, который позволит выйти на мировой международный уровень. И это было абсолютно реально, и все бы было реально, вот если бы не эта ситуация в Беларуси и все, что сейчас происходит. Но я абсолютно уверена и надеюсь, что так как коллекцию я сохранила, и все, что не делается, все к лучшему, и дизайн коллекции находится у вас остался... у России. Коллекция находится у вас у Конечно, России теперь, так? конечно, да, І конечно. от яны яе патрабуюць за яе грошы, за гэта грошы, так? Да, как только я высказала свою гражданскую позицию, ну, в общем, давайте я закончу сначала, что мной были выполнены все наши обязательства и договоренности, мы заключили соглашение о намерении о сотрудничестве, и следующий шаг, и следующий этап должны были заключены быть официальные договоры. Первый о сотрудничестве между мной, Белкопсоюзом, Белкопништоргом, и второй договор о использовании моего имени Анжелика в рамках бренда Janelle by Angelica, который мы создали. Мы же создали этот бренд, мы создали коллекцию, я ее разработала, я ее придумала, мы ее отшили, я произвела авторский надзор, причем мы проговорили все с Валерием Ивановым, и он подтвердил, что будут выполнены все обязательства с его стороны и со стороны Белкопсоюза с Белкопништоргом, начиная от моих командировочных, которые должны были мне оплатить, когда я приезжала на фабрику, на отбор меха. Это же не скроешь, не утаишь. Понимаете, сделали из меня воровку. Вместо того, что вот я такая дива, звезда, приглашенный дизайнер, вот в результате что из этого всего вышло. Но люди-то все знают. Более того, у меня вся история, которую я специально снимала и фотографировала с первого моего приезда на фабрику, с первого отбора меха, с первых лекал, с первых эскизов, примерок, фотосессий, всего. Все у меня зафиксировано на фото и на видео. Тем более я выполнила все свои обязательства, выполнила и перевыполнила. Вот. И коллекцию, так как у нас были устные договоренности, и следующим этапом было непосредственно заключение официальных уже договоров, которые были поручены составить юридическим отделом Белкопништорга, юридическому отделу. Естественно, мы уже, чтобы не терять время, пока готовятся договора, я уже приступила к созданию коллекции, мы уже приступили к отбору меха и так далее, к разработке эскизов, к разработке лекал. Все это делалось параллельно на доверии. И вот так вот мы и работали на доверии. И все тормозилось и тормозилось. А тормозилось почему? То менялось руководство в Белкопништорге. Сначала поменяли одного генерального директора, и немножечко затормозилось подписание договора. Говорит, ну вот сейчас вот придет новый генеральный директор, подпишем эти договора. Потом следующий генеральный директор менялся еще в Белкопништорге. Потом пошли какие-то перетурбации во всей пушной отрасли в Беларуси. Там какие-то проверки, и все это тормозило. Но коллекция уже в это время уже была отшита. Яе шили у России, так? Нет, это шилось в Минске, в Беларуси. Это шилось все в цехе экспериментальном компании Janelle. И я приезжала многократно, и прилетала, и приезжала на своей машине, потому что для меня была задача не просто создать коллекцию, которая была бы конкурентоспособна на европейском рынке, имела серьезный международный европейский уровень. Для меня еще надо было вдохнуть что-то обязательно колоритное
логотип белорусский в эту коллекцию. Коллекция была создана, эти договора никак не заключались, а у нас уже были обязательства у меня здесь, в России, потому что коллекция должна была быть представлена на конкурсе «Миссис Москва». Коллекция должна была быть представлена здесь в шоурумах и на представительских, и нести представительские функции, потому что изначально эта коллекция не отшивалась для продажи. Она отшивалась как капсульная демонстрационная коллекция, а уже следующий этап по непосредственно продвижению этой коллекции и представлению ее на рынке мы должны были получать заказы на изделия и непосредственно размещать их уже на фабрике, и должна была уже отшиваться такая коммерческая история для продажи. И я прошу прощения, никаких договоренностей о том, что я буду продавать шубы, у нас не было. Я была приглашенным дизайнером, моя задача была создать коллекцию, сделать авторский надзор, сделать весь креатив, имидж, стиль, и, естественно, как человек публичный и творческий, в плане и рекламной модели, продвигать и представлять коллекцию, что я и делала 3 года подряд. Делала это успешно, потому что сразу эта коллекция получила премию как бренд года в России. Анжелика, для того, чтобы вы вывести кажете, коллекцию, я хотела удакладніць, так што на тым этапе ніякіх вот таких юрыдычных дакументаў з Белкапсаюзам не было, так? Што гэта адбывалася на вусных дамоўленасцях? Это очень важный момент. Так как нам надо было вывозить коллекцию на конкурс «Миссис Москва», и у нас были уже договора и обязательства подписаны, и не было заключено официальных договоров о нашем сотрудничестве, мне предложили, так как у меня есть ИП, говорят, а вы индивидуально? Я говорю, ну да, есть у меня ИП. А давайте мы сделаем такой, ну, номинальный, чисто так, для того, чтобы вывести коллекцию в Россию, сделаем договор на реализацию, что как будто вы взяли у Белкоп внешторга изделия и вывезли их на реализацию. Но это было на абсолютном доверии, мне и в голову не могло прийти, что потом смогут воспользоваться этим договором, что в принципе и произошло. Они просто зацепились за этот договор, который якобы я взяла, я такой продавец, да, это очень смешно. Я взяла на реализацию изделия и должна была продать эти изделия в Москве. Я должна была их представлять, эти изделия в Москве, демонстрировать и рекламировать, и набирать заказы, что я, в принципе, и сделала. И заказы после первого сезона были прекрасные. У меня в Лондон 46 единиц изделий ждали, сеть магазинов «Парад» в Кутузовском проспекте на Новой Риге и в Юнимоле. Они были представлены, наши изделия, в витринах стояли как представительские для того, чтобы приходили клиенты, и мы получали заказы на эти изделия. Это же все зафиксировано. Это можно загуглить сейчас. Анжелика Агурбаш, коллекция, Джинел, шубы, огромное количество материалов. А ці ви пам'ятаєте, на якім етапі з вами спинилися контакти з білоруським боком? Коли ви довідалися про суд, ці викликали вас в суд, ці просили ваших представников? Сначала, как только я высказал свою гражданскую позицию, как только меня увидели несколько раз у посольства Беларуси, как только я поддержала людей, народ и выступила против режима Лукашенко и системы, первое, что мне поступил звонок и сказали: Анжелика Анатольевна, мы требуем, чтобы вы вернули шубы. Вы должны вернуть коллекцию. Я сказала, в смысле? На каком основании? Как? Ну вот так. Я уже все поняла. В чем причина? Я говорю, не проблема, я верну коллекцию. Рассчитайтесь со мной за мою работу за 3 года, рассчитайтесь со мной как с дизайнером за разработку коллекции, рассчитайтесь со мной за все командировочные, рассчитайтесь со мной за все, и я верну коллекцию. Мне говорят, Анжелика Анатольевна, у нас нет договоров с вами, по которым мы будем с вами рассчитываться. Так вы, отрымліваецца, бесплатно все это робили? Да, я все это делала бесплатно, и в результате оказалась еще воровкой, которая украла шубы. Я говорю, хорошо, если вы не можете со мной рассчитаться непосредственно в денежном эквиваленте, давайте, вы создавали коллекцию, я потратила на нее огромное количество своего времени, сил, своих ресурсов, своих возможностей, потратила огромное количество денег на то, чтобы ее и здесь непосредственно хранить, эту коллекцию, для того, чтобы ее представлять. Я должна была еще по этому договору о реализации, я творческий человек, должна была еще какие-то нулевые отчеты писать, понимаете, да?
которые должны были закрывать бухгалтерию в Внешторге и в Белкоп-Союзе. Но в результате все получилось вот со знаком плюс для меня. И для меня, и для коллекции, и для будущего этой коллекции. Потому что, так как не было заключено договоров официальных, коллекция принадлежит мне, дизайн изделий принадлежит мне. Единственное, за что они зацепились, вот это за договор или реализация, который был просто, ну, можно сказать, условным для того, чтобы вывести эту коллекцию для представительских функций. Ну и, конечно, вот они за это зацепились и подали все это дело в суд. Но все получилось хорошо для меня в результате, несмотря на то, что на меня сейчас повесили 6 миллионов там с копеечкой, там вот то, что вот опубликовано, да, суд принял решение, причем суд принял решение, обязали мне вернуть коллекцию. Я сказала, я коллекцию не верну. Что хотите со мной делать? Я ее не верну. Давайте рассчитывайте со мной, верну коллекцию. Она в целости и сохранности. Все прекрасно знали, что она в целости и сохранности. Тем более зимой я по видеоконференции показывала непосредственно эту коллекцию, что вот она есть, она в целости. Все это прекрасно знают. А сказали нет. Я говорю, хорошо, тогда давайте с учетом моей работы 3 года, рекламы, с моим участием, естественно, и как рекламной модели, и как двигателя коллекции. И везде звучало Janelle by Angelica. Мое имя было в рамках нашего бренда Janelle, который принадлежит Белкоп-Внешторгу и Белкоп-Союзу. Они должны глобально мне сейчас заплатить за мои дизайнерские разработки, за мой дизайнерский надзор, за все мои командировки, за все мои работы на фотосессии. Плюс еще мне заплатить как рекламной модели, которая рекламировала эту коллекцию, и плюс еще заплатить как менеджеру и продюсеру, который продвигал и продюсировал эту коллекцию, и глобально коллекция уже раскручена здесь и в Российской Федерации, за ее пределы на весь мир, потому что коллекция получила и бренд года, коллекция уже на обложках журналов, коллекция была представлена во всех модных бутиках и всем байерам и кругом. Анжеліка, а што, як вы бачыце, якім чынам магчыма цяпер вырашэнне гэтай сітуацыі? Ну, беларускім судзе наўрад ці, так? Але не выключана, што праз расійскія пэўныя структуры, гэтыя пазовы да вас працягнуць прыходзіць. Сітуацыя рана ці позна мае быць вырашана. Як вы бачыце, яна можа быць? Когда я сказала, что я не верну коллекцию, и, естественно, я прекрасно понимала, и я молчала, когда вот воровка верни шубы, вот эти вот все нападки на меня пошли, я понимала, что мне надо сохранять спокойствие, что я, естественно, вы же прекрасно понимаете, что в Беларусь приехать и защищать себя в суде я не могу, я сразу попаду на Крестина. Это первое. Второе, найти себе адвокатов и юристов в Беларуси вы тоже прекрасно понимаете. Те, кто не угоден Лукашенко и его системе, все адвокаты лишаются адвокатских практик. Но мне повезло, я нашла честных, смелых людей, которые согласились просто представить мои интересы по договору в суде, хотя бы прийти, забрать решение суда в суде, отнести какие-то документы и быть моими представителями в Беларуси, потому что глобально я абсолютно невиновна. Я говорю, хорошо, давайте разделим коллекцию. Часть коллекции оставьте мне. Мы не можем половину коллекции. Я говорю, тогда решайте хоть какую-то часть, оставьте мне, чтобы я идиотка и дура себя не чувствовала. Тем более коллекция уже 3 года трехлетней давности, плюс уже амортизация коллекции и так далее. Они сказали, что они не могут частью коллекции рассчитаться. Я говорю, хорошо, какой может быть вариант решения вопроса? И я лично предложила несколько вариантов. Первое, они платят мне за мою всю работу за 3 года, я возвращаю коллекцию. Второй вариант, мы делим коллекцию 50 на 50. Третий вариант, они делают, естественно, по закону положенную скидку на коллекцию, и я ее просто выкупаю для того, чтобы сохранить коллекцию, дизайн, и для того, чтобы потом, я абсолютно уверена в том, что ситуация стабилизируется, и огромное количество людей принимали участие искренне от всей души, создавали эту коллекцию, вот и вложили в нее, вдохнули в нее энергию правильную, хорошую, и дух, и коллекция получилась роскошнейшая. Анжеліка, я яшчэ одно пытанне хочу задаць. Я уверена, что эта коллекция еще работает. Я хочу одно пытанне задаць, якое не тычыцца якраз судовага пазову, але калі мы з вами мінулы раз гутарылі, вы рассказывалі про гэтую калекцыю, у каментарах люди задавалі пытанне про тое, што футра і забойства жывёлаў у 21 стагоддзі гэта ўжо, так мягка кажучы, у модзе гэта ёсць, але ад гэтага отходят поступово все. Послушайте, это все очень относительно, потому что сейчас действительно пошла тенденция в мире на ЗОЖ, на био, пошла тенденция на все
натуральная и неубиенная. Если говорить о шубах, пошла история о меховых пальто, потому что шуба – это вообще неправильная формулировка, это да, пальто из меха. Если говорить о меховых изделиях и о изделиях из искусственной кожи, то наибольшим засорителем нашей планеты являются именно изделия из искусственной кожи, искусственного меха, потому что они не утилизируются, не разлагаются природой. Понимаете, это те же пластиковые бутылки. Поэтому сейчас у людей в сознании будет пересмотр этого всего. Ну, слушайте, мы ежедневно едим мясо. У нас половина человечества мясоеда, но мы же все равно вынуждены убивать животных для того, чтобы выжить и жить. Это касается и птиц, и крупного рогатого скота, и всех. Ну, слушайте, давайте будем откровенными и честными. И я считаю, что есть право выбора у всех. У меня дочь вегетарианка. Причем конкретная вегетарианка, она носит даже обувь из искусственной кожи, она вот очень придерживается всех этих канонов. Ну, это психологически, это ее выбор. Но когда в России, в Москве и в Беларуси морозы 30 градусов, то я прошу прощения, ее не спасает. Она надевает в лютые морозы парку с натуральным мехом. От этого никуда не денешься. Это хорошо в Монако, в Лос-Анджелесе носить искусственный мех, Да, а у нас, зрозумела. понимаете, да? Зрозумела. Ну, Поэтому здесь надо разумно к этому ко всему не тема нашей относиться. розмови, это я так просто невелике хотела удакладнення зрабіць. Вы сказали на пачатку нашай размовы, што ну, пэўнай ступені вот эти пазовы все беларускіх уладаў абмяжоўваюць ваше жыццё і вашу працу ў Расіі, у тым ліку і выезд за мяжу. Які ўвогуле у вас цяпер настрой? Як вы вот на пачатку 2021 году глядзіце на ситуацию в Беларуси, на то, что вы можете зрабіць для Беларуси, что вы робите? Ох, я спокойна, как вы видите, да. Очень все мои друзья и близкие, знакомые и незнакомые люди, которые меня видят и знают о моих традициях, уже сроках тюремных. Да, я уже заочно же сижу в Беларуси, вот. Плюс знают о моих ограничениях. И вот этот экономический суд, скорее всего, я думаю, они это все придумали для того, чтобы ограничить мой выезд из Российской Федерации. Потому что сразу, когда вот первый суд состоялся, и мне обязали вернуть коллекцию, и я написала объяснительно, что коллекцию я не верну, и я затребовала, единственный выход у меня был, это чтобы поменяли решение суда в Минске. Решение суда изменили, и, естественно, передали сюда уже документы, и я сейчас по решению суда должна, по мере своих возможностей, естественно, возмещать деньги, отправлять да, за коллекцию, которую я же сама их создала. Вот, но ничего не поделаешь, ситуация такая вот существует, другого варианта нет. Но более того, сейчас самое главное, что еще возбудили одно уголовное дело, только уже по экономическим мотивам. И сейчас я не знаю, чем это все закончится. Потому что меня уже, криминальную ну, справу конечно, Беларуси. Меня уже обязали выплачивать за эту коллекцию. Это уже первый транш перед Новым годом я отправила в Белкоп-Нижторг. И, естественно, написала письмо по-любому на руководство Белкоп-Нижторга о том, что я буду рассчитываться за коллекцию, чтобы они были спокойны, и чтобы эта ситуация успокоилась, дали мне нормально жить, работать. И пока ситуация не стабилизируется политическая в Беларуси, вы же понимаете, что в правовом поле Беларуси я защищать себя никак не могу. Я могу себя защищать только в правовом поле Российской Федерации. И я буду это делать. И я, естественно, думаю о том, сейчас и работаю с адвокатами и с юристами, потому что у меня есть все права на то, чтобы подать встречные иски, на возмещение ущерба и на возмещение всех моих трудозатрат, которые я произвела, и вы понимаете, да, какой объем. Тем более вся доказательная база и в фото, и видеоматериалах, и в официальных источниках, и в журналах, и в фотосессиях, она вся собрана, она вся есть. Это тоже все прекрасно знают. Но я просто уже прекрасно понимаю, что сейчас это все бесполезно. Сейчас мне обязали возвращать деньги, я их возвращаю. Но так как я согласилась возвращать деньги, этого мало. Сейчас я еще не знаю подробностей, потому что моего юриста и представителя официально вызывали уже несколько раз в Следственный комитет на допрос, и она, это смелая очень и очень профессиональная женщина,
А смелая почему? Потому что, ну, нам скрывать-то нечего, мы ничего плохого не делали. Какое может быть уголовное дело по экономическим вопросам? Сейчас пытаются, открыли дело о краже и мошенничестве, понимаете, да? Это Она все по той подписала, самой справе, так? Кашубов, да, она подписала, естественно, о неразглашении, соглашение о неразглашении. Поэтому она мне даже не может сказать до конца, что там происходит. Единственное, что ей позволено было сказать, что открыто еще одно уголовное дело в уже, да, уголовное дело по экономическим мотивам, и пытаются сейчас на меня еще повесить мошенничество и кражу, воровство. И я не знаю, чем это все закончится. Я сохраняю свое спокойствие. Я понимаю, что мне бояться нечего, скрываться мне не от кого, бежать мне некуда. Это касается, кстати, вот и первой экстрадиции, когда сразу уже непосредственно было заявлено о том, что Беларусь потребовала моей экстрадиции из Российской Федерации. Естественно, у меня было очень много звонков и от наших демократических сил с разных сторон на то, чтобы открыть мне визы, и польскую, и латвийскую, и литовскую, и звонили мне люди даже неизвестные из Америки, и говорили, что пришлют за мной самолет, и меня быстро, пока есть возможность, вывезут, и звонили мне друзья из Грузии, что меня быстро сейчас прямо тут же на частном самолете заберут, чтобы со мной ничего не случилось. Но я приняла решение, что я ничего делать не буду, я бежать не буду, потому что я ничего плохого, дурного не делала, я всего лишь поддержала людей, поддержала народ, я всего лишь высказала свое отношение к ситуации, к репрессиям, к агрессии, высказала свое отношение к Лукашенко, имею на это абсолютное право, свое гражданское и конституционное. Никаких законов конституционных и правовых я не нарушала, и бежать мне некуда. И статус беженки – это не мой статус, и статус политической беженки – это тоже не мой статус, он мне совершенно не подходит. Поэтому я сразу приняла решение, и все. Я сказала, я лучше отсижу в тюрьме, но я не буду никуда убегать, потому что я буду стоять на своем, и я не меняла своей гражданской позиции, которую высказала еще до выборов, как вы помните, да. Кстати, вот когда уже решение уже второго экономического суда в Минске было изменено на то, чтобы я смогла выплачивать деньги, не возвратом коллекции, а выплачивать деньги. Провластные телеграм-каналы опять выпустили кучу информации, на которую я опять не реагировала. Я же понимаю, что это тоже провокация. Они завернули так, что якобы я такая негодяйка, воровка, бессовестная и бесстыжая, воспользовалась ситуацией с революцией, с противостоянием Лукашенко, специально негодяйка такая, бессовестная, лживая, поддержала белорусский народ для того, чтобы выкрутиться с этой ситуации, с шубами, и не возвращать ни шубы, ни деньги. Представляете, до чего договорились? Но я понимаю прекрасно, что это провокация, и на меня же все время тоже выходят журналисты, я сказала, я не буду комментировать. Я буду справляться спокойно с ситуацией, я спокойно буду ее решать, я спокойно буду сохранять спокойствие, потому что я знаю, что вот если бы я среагировала на воровку, вернее, шубы, я бы дала им повод развивать и раздувать эту всю историю и тему. И что бы я ни сказала в свое оправдание, какие бы доказательную базу и факты я не выложила, мне, пожалуйста, это, кстати, я, наверное, все-таки сделаю сейчас хорошую, мощную подборку фото-видео с каким-то своим рассказом. Вот, Анна, спасибо за то, что вот вы в интервью меня пригласили. Я согласилась на это, потому что я понимаю, что надо людям рассказать, потому что уже пошла информация в Российской Федерации, и у меня уже идет атака со стороны российских СМИ, чтобы я прокомментировала ситуацию, потому что многим она и неизвестна. Поэтому спасибо вам за эфир, и я думаю, что люди из этого эфира уже все поймут и снимутся все вопросы. Вот, поэтому Анжеліка, дякую. Так, у нас уже тут эфірнага часу не так шмат. Вельмі вам дзякую, што вы распавялі, як все адбывалася. Вы застаецеся спакойнай і будзеце дзейнічаць, я наколькі так разумею, у рамках законодаўства, але не в ситуации с цяперашняй, с белорусскими судами, так? Слава Богу, что здесь и судебные приставы, и на всех уровнях понимают, что это политический заказ, что это политическое дело. Вот. И, конечно, вся эта ситуация будет на совести тех людей, которые творят зверство.
И это касается не только меня. У меня, это я еще раз повторю, что по сравнению с людьми, которые сейчас сидят в тюрьмах, в холоде, в голоде, в нечеловеческих условиях, это ерунда, то, что со мной происходит. Я буду сохранять спокойствие, буду справляться с ситуациями. Всех призываю сохранять спокойствие и беречь себя в первую очередь. Потому что мы же понимаем, что Дякую настолько вялікі. зажата история, настолько зажата у нас жизнь, и мы уже не можем ни шаг вправо, ни шаг влево, не можем себя не защищать, не можем не противостоять, ничего. Сейчас надо сохранять спокойствие, сохранять себя для того, чтобы потом был кому восстанавливать нашу родную, любимую Беларусь. Дзякуй вялікі. Гэта была заслужаная артыстка Беларусі, беларуска-расійская спявачка, грамадская дзеячка Анжэліка Гурбаш. Трымайцеся, всяго найлепшага.